мяч на ногу. И там можно говорить, что два центральных защитника «Зенита» не разобрались между собой, кто должен атаковать. Удар и гол! А вот тут разобрались. И мяч в высоченном прыжке. Сальваторе Бокетти. Сальваторе Бокетти открывает счет в сегодняшнем матче. И, наверное, можно говорить о том, что этот гол закономерен. Мы говорили о небольшом преимуществе казанской команды. Здесь рядом выпрыгивал капитан Шаронов. Это была подача Еременко. Бокетти сыграл очень здорово, сыграл головой. Но вот видите, мы говорим, да, защитная такая манера Рубина. И с самого начала ставит на игру 5 защитников Курбан Бердыев. Но атака и на месте двух центральных нападающих и Бокетти, и Шаронов. Два центральных защитника. И Бокетти забивает этот мяч. Поэтому схема ничего не значит. Количество номинальных защитников, полузащитников, дело совсем не в этом. Рубин выходит вперед. И мы напоминаем, что Рубин обладатель кубка. А в истории суперкубков был только один случай, когда вот этот самый суперкубок выиграл не чемпион страны, а обладатель кубка. И сделал это как раз, кстати, ЦСКА, будучи обладателем кубка, в дополнительное время в игре именно с Рубином. Так что вот необычная ситуация, нестандартная ситуация для суперкубка. И, кстати, нестандартная ситуация вообще для матчей Рубина и Зенита, потому что статистика-то в пользу питерцев, конечно.